Собака нашла карусель. Приходи, булочка, пойдем. Свежий разрытый муравейник. Собачка подозревает, что здесь медведь был недавно. They say I'll love again someday. True love will come my way the next time. But after you there'll never be a next time for me. They say that I'll find happiness in someone else's warm caress the next time. I'll soon forget your kiss, and heartaches such as this will just be ancient history. They say that I'm a fool to weep, that I won't go on losing sleep the next time, that someone else will mend the heart you've broken into. But how can I fall in love the next time when I'm still so very much in love with you? Наконец-то мы пришли на речку. Ого! Пошли. Фу, устали. Перли сюда с рюкзаком. Часа 2 перлись, наверное. Фу. Сейчас воду принесли. И здесь будем базовый лагерь делать. Бивак. Это 3 дня назад вернулись мы с гор, с Полярного Урала. Вот. Еще отпуск продолжается. Дома не сидится. Никак дома не сидится. Я решил вот сходить на рыбалку. После гор-то на день, на 2, на 3, до пятницы. Сейчас делаем костер и все. Костер, палатку, даже стул сделаем. Давно уже стул не делал. Собачка хочет дыма. Дыма, дыма, дыма.
Дынь-дынь. Ну все. Пускай дымоуха. Нам дым нужен. Палатка может вот на такую высоту ставиться. Вот она у нас. Палочка. Пускай. Ночью дождя не будет, наверное. У нас уже долго жара стоит, так что такая легкая палаточка, будем ее жить не будем. Поднял палатку, она у меня без дна, поднял, чтобы комары, то есть муравьи не залазили, и комары тоже. Что-то я на муравьиное место ее поставил. Ну, посмотрим, может муравьи уйдут спать. Ладно, что-нибудь посмотрим потом. Дым. Хорошо, дым дымит. Вот собачка возвращается откуда-то. Тоже где-то ходила. Привет, Бучик, привет. Ну вот, мы пришли с рыбалки. Фу, жара. Вечер, а жара. Весь сырой я. О. Кстати, их не брал с собой, я брал фотоаппарат. Ну ладно. Поймали 2 щуки и хариуса поймали одного. Ну вот, кто-то хотел интересоваться, зачем эти лямочки здесь у нас сбоку привязаны. А лямочки вот для того, чтобы сапоги, чтобы сапоги одевать. Вот, сегодня пришлось сапоги натягивать бродни наверх, потому что вот она. Вот. Потому что вода глубокая была, где я проходил. Вот. 2 щучки небольших. Вот такие. А только здесь такие водятся. Больше не водятся. Вот они.
Надо его сейчас засолить и помыть, почистить их и засолить. Какая она скользкая. Ну вот, такая щучка попалась. Здесь нет даже. Так, ладно. Не знаю, как это делать. Не знаю, как мой отец это делал. Эх, рыба голодная, голодная. Совершенно голодная рыба. Побольше щука, большая щука. Отец нам все время щуку возил в детстве. Я даже не видел, как он ловит. Даже не знаю, как он. Просто привозил уже копченую, сушеную щуку привозил. Вот, соленую. Ох, как ведро помогло в этот раз. Надо, конечно, вот так делать еще. Ну-ка, бля. Вот так его привязать. О! Сейчас его так привяжем, проткнем. Вот так. Вот так. Повезло в этот раз. Вот ведро взял, и как раз оно помогло. Потому что речка, берега высокие здесь, где я стою. Очень удобно было чистить ее. А так, котелок маленький тоже, а ведро нормально. Ладно, ну все. Помылось, теперь нужно ее засаливать. А это мы сварим собаке похлебку. Она любит у нас это дело есть. Так. Угу. Жаркие дни стоят, надо хорошо просолить. Пусть соленый будет. Вот. Ну, зато у нас сохранится все это дело. Вот так. Вот так, побольше соли. Есть, да? Еще раз. Вот так. Не всегда бывает неудачная рыбалка. Иногда рыбалка бывает удачна. Но эти я две щуки поймал, прямо одна за другой клюнули. Вот. Я считаю, что это удачно. Повезло. Надо бы еще проверить, наверное. Вот и все. Днем было муравьев столько, море муравьев. Вся земля была в муравьях. А сейчас под вечер они, по-моему, ушли. Еле-еле ходят. Уходят муравьи. Ладно, это хорошо. Тогда надо сейчас сделать такой тентик. И от них
Вот что у нас есть. Тент, из которого я делаю палатку. Тент для костра делаю. Сейчас мы постелим под палатку от муравьев. Так как ночью дождя не предвидится, поэтому его используем наоборот. Вот удочка у нас стоит, которой мы рыбу ловили. Поставим ее сюда. Так. Сачок так и не понадобился. Получилась очень сложная конструкция. Ой. И с этой стороны также. Вот, все закрыто. Но это только чисто от муравьев. Тогда никогда такое не делал. А ну-ка, что у нас там? Внутри нормально. Вот что значит палатку брать без пола. Что-то я в этот раз без пола взял палатку. Вот. Там так все разопьется и будет все нормально. Вот так. Вот она, наша палаточка. Квас взял с собой. Пью и никак его не выпью, эту бутылку кваса. Солнце уже село. Вечер приходит. Вечер наступает. Наступает вечер. Потихоньку темнеет. Но у нас белая ночь уже заканчивается. Наверное, уже темновато будет. Но я сегодня по-честному поймал 2 щуки. Снять не смог. Не до этого было, в принципе. Вот. Но поймал. Не с магазина принес, а поймал в реке. Просто у нас среди родственников был такой случай. В Архангельске там
живет брат у мамы. Вот. И этот брат все время ездил, они ездили на катере на Белое море, на рыбалку, за Камбалой. Вот. Привозили. А в последнее время жена брата стала замечать, почему-то они камбалу привозят с рыбалки без голов. Вот. Долго их спрашивали, ну, почему без голов вы привозите. А потом они все-таки рассказали, вот, что их много, там несколько человек, наверное, или вдвоем, или втроем ездят, приезжают на рыбалку и, ну, типа упиваются. И уже не до рыбы. Рыба не клюет, не ловится рыба. Потом они приезжают, но это было давно, уже лет 20 назад. Потом на катере они приезжают до магазина, покупают камбалу и привозят домой. Сначала ничего не заподозрили ихние жены, а потом их раскусили. Вот. Так что я хочу сказать, что я по-честному поймал 2 щуки. Ну, вот такая история у нас давным-давно живет уже. Все рассказывают ее, пересказывают. Что такая простая, глупая история. Собачке варится похлебка. Завтра нам будет это все дело с удовольствием есть. Рис с потрохами щуки. Попробуй пару раз хоть на камеру кинуть. Это камеру кинуть, маленькую этот. Ай, блесенку маленькую. Это закинуть. Если получится. Вряд ли, что не получится. Не видно. Эх, зацепилась. Ну все, зацепилась. Вот, отцепилась. Затяну, зацепляется и все. Опять неправильно. Собачка уже все сварено. Вот. Сюда вешать и закрывать. И закрывать. Так, все.
облака оранжевые. Красиво. Красиво, красиво, красиво у нас в природе. Ночная река. Солнышко встало, солнце вышло из-за горизонта. Сейчас 3 часа утра, 3 утра. Солнце поднимается из-за леса. Пойдем немножко порыбачим. На небе гало.
Нашел столик сделанный. Вот такой. Где-то такой столик уже видел в каких-то еще. Вот. А здесь у нас балаган просто. Это балаган накрытый. Поймал еще одну щучку. Поймал щучку, еще одну. 5-ю щучку. И больше не ловится. Жара на улице вообще. Наверное, надо прекращать ловить и уже идти домой собираться. Вот поймал еще 2 щучки небольшие.